Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. Мост через реку Алдан планируют возвести к 2030 году. В Якутии продолжается работа по обеспечению районов топливом. Всего планируется доставить 29 тысяч тонн. С прицелом на Олимпиаду якутские биатлонистки взошли на пьедестал почета спартакиады учащихся России. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с активом Якутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В ходе работы были обсуждены перспективы развития предпринимательства в регионе, вопросы налоговой политики, снижения административных барьеров и влияния пандемии на малый бизнес. Представители «Деловой России» озвучили ряд актуальных вопросов, касающихся взаимодействия координационно-совещательных органов по предпринимательству в республике и муниципалитетах, а также вопросы по системе государственных гарантий для жителей Крайнего Севера. Очень важный вопрос – это вопрос интернета. Да, мы по республике видим, как очень динамично строятся оптоволоконные линии, но есть труднодоступные, есть отдаленные территории. Это вопрос спутникового интернета. Вообще, в принципе, для малого населения вопрос рентабельности частных провайдеров, он довольно-таки спорный. Но если мы рассмотрим вопрос федерального субсидирования, как на примере Чукотки, то было бы, наверное, стопроцентный охват, и тогда бы бизнес на селе, особенно в отдаленных районах, он бы сразу пошел бы вверх. Деятельность угледобывающей компании «Колмар» напрямую связана с развитием Нерюнгринского района и социальным благополучием его жителей. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что с появлением «Колмара» впервые за 15 лет остановлен отток населения из района, где сегодня четко видна положительная динамика по численности населения. Минувший год стал успешным для компании. Так, с выходом на производственные мощности шахты Инаглинская и горно-обогатительной фабрики Инаглинская-2 компания нарастила объемы добычи угля с 6,5 миллионов до 11 миллионов тонн. В этом году компания планирует увеличить объемы добычи до 15 миллионов. Мост через реку Алдан в Алданском районе планируют возвести к 2030 году. Об этом в ходе традиционного отчета правительства сообщил министр транспорта региона. Он уточнил, что в настоящий момент завершается обоснование инвестиций в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина. 23 района республики обеспечат топливом. Его в объеме более 29 тысяч тонн доставят по автозимникам. Доберутся и до труднодоступных муниципалитетов Севера и Арктики. Основной объем перевозки топлива автотранспортом как раз приходится на февраль и март. Но Сахаэнерго начала работу еще в январе, по мере открытия переправ с нужной грузоподъемностью. Весь транспорт подготовлен к рейсам, проведен ремонт, есть и необходимые запчасти. А водители прошли инструктаж на предмет перевозки опасных грузов. На сегодняшний день в Улусы доставлено порядка 4000 тонн топлива. В феврале мы должны доставить порядка 10 тысяч тонн дизельного топлива, и в марте месяце уже порядка 9,5 тысяч тонн. Ну и уже начиная с конца марта месяца будет происходить постепенное снижение грузоподъемности по автозимникам. Соответственно, у нас на апрель месяц уже приходится чуть меньший объем, порядка 3,5 тысяч тонн. Перевозки у нас выполняются по всем северным и арктическим районам в зоне деятельности Сахаэнерго. «Думай по-зеленому». Проект с таким названием, нацеленный на охрану окружающей среды, завершился в Якутии. Итоги конкурса, организованного экологами Алроса, подвели эксперты. На их суд было представлено 19 работ. Автору самой интересной идеи на реализацию проекта будет направлен 1 миллион рублей от социально ответственной компании. Мадина Халикова расскажет подробнее. Проект «Алроса» нацелен на то, чтобы прививать культуру заботы об окружающей среде родного края, а именно такую цель преследует победителька конкурса от «Алроса» Лидия Алексеева. В ее планах высаживать молодые сеянцы, создать питомник многолетних растений Вилюйски, где нет необходимой почвы для приживания как деревьев, так и кустарников. Победитель конкурса уверена, что сделает родной город зеленее, чище и красивее. Лидия Алексеева вместе с единомышленниками уже несколько лет занимается сбором батареек, макулатуры и пластика. Считает, что так помогает экосистеме справляться с той нагрузкой, что оказывает на нее человек, да и жизнь она свою связала с поистине зеленым делом – флористикой. Эта идея у нас не так давно появилась. И, в общем, в целом, это все связано с тем основным бизнесом моим, который у нас есть сейчас. Это цветочное дело. И по весне у нас бывает, мы часто привозим саженцы, и мы решили, в общем,
ну, как бы продолжить эту тему и попробовать сделать вот, питомник многолетних растений, потому что звено питомника у нас в Якутии вообще, собственно, отсутствует. Лидия со своим проектом стала победителем конкурса FinGreen. Она разработала четкий план по выращиванию многолетних растений на плодородной почве с использованием органических отходов. Это позволит снизить на 50% объем отходов от предприятия общепита и торговли продуктов Вилюйска путем сортировки мусора, а также организации системы обращения с производимыми отходами. На реализацию этого проекта компания «Алроса» направит 1 миллион рублей. В определении победителей участвовали сотрудники компании «Алроса» и представители общественных организаций Якутии. Мы высоко оценили готовность этого проекта с конкретными ее мероприятиями, которые необходимо внедрить до конца 2022 года. У «Алроса» обширный опыт реализации экологических проектов, и эксперты компании стремятся популяризировать ответственное отношение к окружающей среде среди жителей республики. Компания делает очень многое для формирования экологической культуры в Якутии. Сегодня очень радует, что именно наши крупные компании сегодня проводят такие конкурсы. Именно конкурсы по экологическим проектам от инициативы граждан, населения. Конкурс FinGreen или «Думай по-зеленому» позволил таким инициативным людям, причем абсолютно разного возраста, проявить себя в сфере охраны окружающей среды. И социально ответственная компания «Алроса» поддерживает эти направления, ведь конкурс создан для вовлечения жителей Якутии в совместную проектную и волонтерскую деятельность. Я считаю, что это очень такой большой шаг, тем более во всем мире сейчас очень хорошо продвигается устойчивое развитие. И сейчас вот такое сочетание, как социальная сфера, экономическая и еще корпоративная культура, да, то есть власти. Да. Вот я думаю, что в рамках этих требований, да, шаг «Алроса» очень даже своевременный. «Алроса» уделяет самое пристальное внимание вопросам экологии и социальной ответственности. Компания каждый год реализует около 500 проектов на более чем 10 миллиардов. Ежегодные вложения в экологическую и природную направленности составляют более 6 миллиардов рублей. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутия. Персонал центральных электрических сетей «Якутскэнерго» ежедневно ведет работу по технологическому присоединению к электрическим сетям. Электромонтеры службы кабельных линий работали на 111-м квартале города Якутска. Специалисты подключили трансформаторные подстанции жилой комплекс Билибино. Объект на 130 квартир строится в рамках проекта переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Отметим, что за весь прошлый год «Якутскэнерго» подключил 25 объектов. Это здания здравоохранения, образования, ЖКХ и социально-культурные учреждения, а также многоквартирные дома городского округа. Летний период времени подготовительные работы проходят, кидается кабель, подключается, восстанавливается и потом происходит подключение. Этот кабель был проложен летом, сейчас он введен в работу. Ну, это не опасная работа, ну, сложная. Прокладка кабеля производится, во-первых, вручную, подключение в подстанции, все происходит под напряжением. За минувшие сутки в республике от COVID-19 излечились 2507 человек. Был госпитализирован 131 больной. При этом выявлено 3767 новых случаев инфицирования коронавирусом. В Якутске зарегистрировали 2436 случаев. Также более 100 больных выявили в Мегино-Кангаласском, Мирнинском и Алданском районах. На сегодняшний день первым компонентом вакцины против коронавируса привиты 579 084 человека, что составляет более 80% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 130 510 человек. Это 55% от количества тех лиц, у которых наступил срок ревакцинации. В конце декабря прошлого года в рамках национального проекта здравоохранения главные врачи 11 районных республиканских больниц получили ключи от мобильных лечебно-профилактических комплексов на базе автомобиля КАМАЗ. Намская ЦРБ также получила новый комплекс. Медики отметили качество и доступность оказываемых услуг первичной медико-санитарной помощи населению Улуса. Комплекс уже начал активно осваиваться и совершать выезды в Наслеги. Комплекс полностью оборудован медицинской мебелью, оснащен медицинским оборудованием. И начиная с 23 января этого года мы уже начали свою выездную работу. Побывали в наших дальних наслегах, заречных наслегах. Были уже в 7 населенных пунктах. И там проводилась мобильная выездная
вакцинация и профилактические медицинские осмотры. Перейдем к спорту. В Пекине прошла торжественная церемония открытия 24-х зимних Олимпийских игр. В ней приняли участие 95 стран, в том числе и российская команда, которая из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета страны. Знаменосцами российской делегации стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Как и планировалось, президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия. Якутские биатлонистки стали призерами 11-й зимней спартакиады учащихся России, которая проходит в Южно-Сахалинске. Участие в комплексных соревнованиях принимает более 200 спортсменов из Камчатского края, Забайкалья, Якутии, Бурятии и команды хозяев спартакиады. Обе награды в копилку команды принесли участницы спринта на 6 километров. Так, Софья Левина заняла 2-е место. Следом линию финиша пересекла Ксения Стебловская. Отметим, что обе спортсменки являются воспитанницами Республиканской школы Олимпийского резерва по лыжному спорту. Якутская «Заря» проиграла Липецкому ЛКС в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча завершилась со счетом 3-5. В составе победителей хэт-трик оформил Александр Дунец. По одному же взятию ворот провели Иван Костяной и Владимир Рогожников. У якутян дважды отличился Роман Аносов. Еще один мяч на счету Никиты Рычкова. В данный момент якутские футболисты идут на 7-й строке турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 23 очка. В следующем туре они сыграют со ставропольской командой Golden Eagle. Встреча пройдет 12 февраля. Новый фильм режиссера Константина Тимофеева «Лоокут и Ниргугун» выйдет на широкий экран в марте этого года. Съемки новой картины проходили в течение 2 лет в основном в Авангинском районе, где живописная природа помогла полностью передать атмосферу якутской лирической драмы. Фильм снимали и в других улусах. Таким образом, в картине будет много разнообразных локаций. Произведение «Лоокут и Ниргугун» написал драматург, поэт Тимофей Сметанин на основе якутского фольклора. Якутскую версию знаменитой трагедии «Ромео и Джульетта» много раз ставили театры республики, а экранизации еще не было, поэтому данный фильм будет первым. Сюжет «Лоокут и Ниргугун» идеально подходит для кино. Я это со школы знал. Поэтому вот все постановки, которые были, я их изучил и смотрел в театре. С каждым фильмом мы растем, я это чувствую. С каждым фильмом вот чуть профессионализм добавляется. И сейчас уже это очень похоже на настоящее кино. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.